Добрый вечер. Я хочу сегодня записать ролик для тех людей, которые постоянно себя обесценивают, сравнивая себя с другими людьми. То есть, которые думают, вот этот человек работает психологом, я не психолог, значит, я в этом мире бесполезный. Или вот этот человек, он что-то умеет, то, что не умею я, значит, я в этом мире бесполезный. Понимаете, девочки, например, в материальном мире есть такие вещи, как ежедневник и ручка, да? Вот ежедневник служит вообще для другой цели, да, чтобы записывать идеи, а ручка служит совсем для другой цели, чтобы сюда писать. Если ежедневник хранит в себе вот эти записи, то ручка просто оставляет следы и все, дальше она ничего не делает, понимаете? Но эти оба вещей полезные. То есть ручка не может существовать без ежедневника, ежедневник бесполезен без ручки. Давайте теперь сравним зеркало и косметику, да, например. Вот некоторым женщинам даже в зеркало не надо смотреть, потому что они просто не красятся. Ну, есть такие женщины. А есть женщины, которые не могут краситься без зеркала. То есть все равно, чтобы нанести тени, человеку нужно зеркало. Понимаете? Также мы, люди, друг без друга не можем существовать. Мы разные, у нас у каждого есть свои какие-то способности, которые дал нам Всевышний, чтобы мы были полезны друг другу. Например, я не смогу без электриков. Я не смогу без тех людей, которые делают эту мебель, да. Если бы они не создали вот эту кровать, я бы не знала, где спать, например, да. Я не могу без визажистов, я не могу без таксистов, я не могу без там портных, да, например. И они тоже в какой-то мере очень нуждаются во мне. Если какой-то человек считает, что он в этом мире бесполезный, я дам совет посмотреть вокруг себя. Видите ли вы хоть одну вещь материальную, которая в этом мире лишняя? Какая-то вещь лишняя. Даже та вещь, которая давно уже лежит в мусорке, она когда-то была полезной, понимаете? Это вещи, которые не имеют душу. А как мы можем говорить о человеке, который имеет душу, что этот человек в этом мире бесполезен? То есть просто этот человек очень много зациклен на внешних голосах или во внутреннем родительском голосе, который все время контролировал, критиковал. Научитесь разбираться с этими голосами, поймите, что ваш внутренний голос, голос вашей души важнее, и вы найдете чем заняться.